Исмаил Костоев решил показать себя в сфере IT в подразделе веб-разработка, создает сайты, используя разные языки программирования. Это JavaScript, PHP и CSS. Первым заданием в рамках чемпионата по мастерству было создание страницы для аренды катера. На ней нужно было поместить информацию, которая позволит клиенту его забронировать. С этим Исмаил справился легко, а вот заключительный этап был сложнее. В нем участники следят за тем, как программа реагирует на действия пользователей. Для этого нужен код back-end. Например, если вы работаете фронтенд, это внешний вид сайта. Вы видите, как все выглядит, вы видите все, что изменяется, цвет кнопки, фотографии, все, что вы добавляете, видно. А вот если работать с бэкэндом, так называемым, это уже база данных, то есть задняя сторона сайта. Там ваши изменения не видны и сложнее проследить все. Зелимхан Исмурзиев занимается графическим дизайном 2,5 года. У него уже есть проекты, но пока они не в открытом доступе. Он планирует пройти обучение в школе 21 и довести их до ума. В компетенции веб-дизайна он соревнуется во второй раз. При первой попытке удалось получить лишь 2-е место. На этот раз, говорит, не уйдет без победы. В заключительном этапе чемпионата Зелимхан создает образ чат-бота для российской компании по трудоустройству молодежи. На ее сайте будет вкладка с ботом. Там пользователи смогут задать интересующие вопросы. Примерно хотите устроиться на работу, у вас там вакансии, хотите узнать про какие вакансии там и так далее. Там можно написать в боте, какие вакансии присутствуют, что для этого надо, какие документы надо сдать, какие СНИЛС, паспорта, там, ксерокс, оригиналы. Там уточняется все. Для того, чтобы конкурсанты не жульничали, приняты все меры предосторожности. Красная линия не допускает хождения экспертов из других регионов по аудитории. Так никто не сможет подсказать и не возникнут конфликтные ситуации. Пересечь эту линию может только сотрудник по технической части. За соблюдением правил следят и эксперты. Они очень переживают за своих студентов. Для тех, кто займет призовые места, открывается много возможностей. Колледж имени Цурова сотрудничает с организацией «Роспродукт». В гарантийном письме указывается, что они у нас автоматически будут трудоустраиваться в этой организации. Именно задание, по которому сейчас ребята занимаются, разработано мной, но согласовано именно этой организацией. После чего менеджер компетенции утверждает и позволяет ребятам работать на площадке по этим заданиям. Республика участвует в этом мероприятии с 2014 года. 80% призеров прошлых лет трудоустроены, а остальные продолжают обучение в высших учебных заведениях. На трудоустройство выпускников колледжей нас нацеливает глава республики. Чемпионат проходит под эгидой республики. Это региональный этап. Дети, которые заняли по своим профессиям первые места, показали лучшие результаты. Следующим этапом идут уже окружные чемпионаты. И после окружных уже всероссийские. Самое главное – это не место, самое главное – это место на предприятии. Региональный этап чемпионата по профессиональному мастерству проходит с 3 по 8 марта. В нем принимают участие 9 образовательных организаций. Это более 200 участников. В перечень компетенций входит направления, наиболее востребованные на рынке труда. Это финансы, банковское дело, ветеринария и многое другое. Такие мероприятия позволяют участникам развивать навыки и показать свои умения. Амина Зязикова, Магомед Шаухалов, Магаз 24.